Добрый день, уважаемые ребята! Сегодня у нас третий урок второй четверти по курсу физики 9 класса. Начнем наш урок. И начнем мы его с повторения темы «Реактивное движение». Вам нужно будет ответить на 5 вопросов, оценив каждый 1 баллом. Вопрос первый. Какой закон лежит в основе реактивного движения? Вам даны 4 ответа, пожалуйста, выбирайте. Вопрос второй. Выберите верное утверждение или верные утверждения. Реактивное движение позволяет а. Двигаться в безвоздушном пространстве, б. Менять скорость в безвоздушном пространстве, в. Сообщать ракете первую космическую скорость. Выбирайте, пожалуйста, правильный, на ваш взгляд, ответ. Вопрос третий. В каком году был запущен первый искусственный спутник Земли и началась эра космонавтики? Это вопрос открытого типа. Напишите, пожалуйста, ответ самостоятельно. Следующий вопрос, тоже открытого типа. Каков импульс тела массой 300 килограммов, двигающегося со скоростью 20 метров в секунду? Нужно решить, но решить это очень просто и можно в уме. И, наконец, пятый вопрос. С неподвижной лодки массой 50 килограммов на берег прыгнул мальчик массой 40 килограммов со скоростью 1 метр в секунду и направленной горизонтально. Какую скорость относительно берега приобрела лодка? Здесь вы можете выбрать, решив предварительно, правильный ответ. Ну а теперь вы можете проверить свои ответы по таблице на экране и оценить каждый правильный ответ 1 баллом и посчитать, какова же ваша отметка. Проверяйте, пожалуйста, и ставьте себе отметку. Ну, думаю, что вы уже справились с этой работой. Давайте перейдем к новой теме. Вы можете записать механическая работа, механическая энергия. Иногда мы опускаем слово «механическое» и говорим просто «работа» и «энергия». Сегодня на уроке мы определим механическую работу, мощность, энергию и единицы их измерения. Узнаем, какие условия необходимы для совершения работы. Найдем зависимость между совершенной работой и энергией тела. Каждый день мы слышим слово «работа». В обыденной жизни словом «работа» мы называем различные действия человека или устройства. Человек везет тележку с грузом, штангист поднимает штангу, герои сказки вырывают репку из земли, мужчина пилит доску, девушка рассматривает объект в микроскоп. Они все работают. В физике понятие «работа» по смыслу несколько отличается от привычного нам. Что же такое работа в физике? Это процесс совершения механической работы, процесс перемещения тела под действием силы. На экране вы видите, как, действуя силой, мальчик толкает вагонетку, и она движется. Посмотрим с вами сейчас небольшой видеоролик. Рассмотрим, от чего зависит значение совершенной работы. Очевидно, что чем больше сила, которая приложена к движущемуся телу, тем большая совершается работа. Представьте, что вам нужно передвинуть груз, коробку с книгами, на некоторое расстояние. Прикладываемая вами при этом сила равна 100 ньютонов.
Затем массу груза увеличили. Коробок стало 2, и чтобы передвинуть их на то же расстояние, необходимо приложить силу 200 ньютонов. Работа, которую вы совершите во втором случае, будет в 2 раза больше. Ведь работу по перемещению 2 коробок можно рассматривать как дважды выполненную работу по перемещению 1 коробки. Зависит работа и от расстояния, на которое перемещается тело. Чем на большее расстояние вам надо перетащить груз, тем больше совершенная работа. Если перемещение тела равно нулю, то и работа равна нулю. Работа равна нулю и в случае движения тела по инерции. Тело перемещается на некоторое расстояние, но сила на него не действует. Следовательно, работа равна нулю. Как видно, механическая работа зависит от силы и перемещения. Так, работа пропорциональна силе и перемещению. Получается, что это физическая величина, характеризующая результат действия силы и численно равная скалярному произведению вектора силы, вектора перемещения, совершенного под действием этой силы, и косинуса угла между векторами силы и перемещения. А записывается это так. А равняется Fs косинус альфа. Рассмотрим рисунок. Например, веревку привязали к бруску и тянут его. Сила, с которой тянут F, направлена по веревке, а перемещается брусок по горизонтали. Я думаю, что вы нашли на рисунке векторы силы и перемещения. Следовательно, между векторами силы и перемещения угол альфа. Определим единицы измерения работы. Подставим в формулу работы единицы входящих величин. Вы помните, что если А записано в квадратных скобках, речь идет о единицах измерения. Единицей измерения силы является 1 ньютон, единицей измерения перемещения 1 метр. Косинус угла не имеет единиц измерения, это просто число. Получаем 1 джоуль. Джоуль равен работе, совершаемой силой в 1 ньютон на перемещении в 1 метр в направлении действия силы. Единица носит имя великого ученого английского Джеймса Прескотта Джоуля. Вот вы видите на экране сейчас его портрет. Ну а мы проведем далее анализ формулы механической работы. Выясним условия, необходимые для совершения работы. Работа не совершается, если сила действует, а тело не перемещается, то есть перемещение равно нулю. Например, известные вам герои сказки «Репка» при отсутствии мышки действовали на нее силой, но не могли вытащить, то есть репка не перемещалась. Значит, и работа в этом случае не совершалась. Работа не совершается, если тело перемещается, а сила равна нулю, или все виды сил скомпенсированы. Например, при движении по инерции работа не совершается. Шайба двигается по льду после удара клюшкой, и это происходит без совершения работы. Продолжим анализ формулы работы. Рассмотрим движущийся автомобиль и отметим все действующие на него силы. Силу тяги двигателя, силу реакции дороги, силу трения и силу тяжести, и определим работу каждой из этих сил. Думаю, что вы нашли векторы каждой силы на рисунке. И также на рисунке показан вектор перемещения автомобиля, который совпадает с направлением вектора силы тяги его двигателя. Будем рассматривать последовательно. Начнем с силы тяги.
Какова работа силы тяги? Ну, известна формула А равная Fs косинус альфа. Мы видим, что направление вектора силы тяги и вектора перемещения совпадают. Значит, угол альфа между ними равен нулю. Косинус 0 градусов равен единице, поэтому в данном случае формула выглядит как А равно Fs. И мы понимаем, что в этом случае работа больше нуля. Следующая сила – это сила реакции опоры. Опора является дорога. Опять начинаем с формулы работы и выясняем, что между вектором реакции опоры и вектором перемещения угол в 90 градусов. В данном случае косинус этого угла равен нулю, и, следовательно, работа равна нулю. Ну, делаем вывод, что если сила перпендикулярна вектору перемещения, она не совершает работы. Следующая сила – это сила трения. Начинаем с формулы. А равняется Fs косинус альфа. Направление силы трения противоположно направлению вектора перемещения. В этом случае угол между ними имеет значение 180 градусов, а косинус этого угла равен минус единице. Значит, получается, что работа равна минус Fs. То есть мы видим, что в данном случае она отрицательна. И у нас еще осталась сила тяжести. Выясняем, какую работу совершает сила тяжести автомобиля. Опять начинаем с формулы. А равняется Fs косинус альфа. В данном случае угол между вектором перемещения и вектором силы имеет значение 270 градусов. Его косинус равен нулю. И получается, что в данном случае работа силы тяжести равна нулю. То есть эта сила тяжести не совершает работы при перемещении автомобиля. Если на тело действует несколько сил, то полная работа всех сил, равна работе результирующей силе. В данном примере работу совершают сила тяги и сила трения. Значит, чтобы найти итоговую работу, мы должны сложить работу силы тяги и силы трения, и при этом работу других сил, равную нулю, не учитывать. За одинаковое время землекоп совершит меньше работы, чем экскаватор. Гектар земли лошадь может вспахать за 10-12 часов, трактор же с многолемешным плугом выполнит эту работу за 40-50 минут. Подъемный кран на стройке за несколько минут поднимает на верхний этаж сотни кирпичей. Если бы эти кирпичи перетаскивал рабочий, то ему для этого потребовалось бы несколько часов. За одно и то же время различные двигатели совершают разные работы. Чем же характеризовать быстроту из совершения работы? А есть такая величина, как механическая мощность. Она вам знакома из курса 7 класса. Вот как раз-таки быстроту совершения работы характеризует мощность. Мощность обозначается буквой N. Это физическая величина, равная отношению работы А к промежутке времени t, в течение которого совершена эта работа. То есть формула выглядит довольно просто. N равняется А разделить на t. Давайте определим единицы измерения мощности. Формулу смотрим, записываем n в квадратные скобки и подставляем единицы измерения величин, входящих в формулу мощности. Работа измеряется в джоулях, время измеряется в секундах. Эта единица называется 1 ватт. И название
ее дано в честь известного шотландского ученого, изобретателя Джеймса Уатта. Обратите внимание, его имя написано по-английски, и в русском языке нет такого звука, который передает буква W. И поэтому где-то его фамилия пишется с буквы У, а где-то с буквы В. Ну вот для единицы мощности принято писать с буквы В русского алфавита. Таким образом, за единицу мощности принята такая мощность, при которой за 1 секунду совершается работа в 1 джоуль. Но эта работа довольно мала. В жизни чаще всего применяют киловатты или мегаватты для того, чтобы определить мощность различных устройств. Энергией называют физическую величину, которая характеризует способность тела или системы взаимодействующих тел совершить работу. Значит, мы можем сказать, что энергия – это физическая величина, показывающая работу. Предположим, что тележка съезжает с наклонной плоскости и передвигает лежащий у ее основания брусок. Говорят, что тележка совершает работу. Действительно, она действует на брусок с некоторой силой упругости, и брусок при этом перемещается. Если тело может совершить работу, то оно обладает энергией. Энергию обозначают буквой Е. Единица энергии – джоуль. Таким образом, вы видите, что для совершения работы нужна механическая энергия. Энергией называют физическую величину, которая характеризует способность тела или системы взаимодействующих тел совершать работу. Энергия тела – это физическая величина, показывающая работу, которая может быть совершена за любое время наблюдения. Когда тело теряет часть своей энергии, совершается положительная работа. Если же положительная работа совершается над телом, энергия тела увеличивается, а для отрицательной работы происходит наоборот. Единица энергии в международной системе – это тоже джоуль, то есть вы видите, что единицы энергии и единицы работы абсолютно одинаковы. Ну а теперь давайте посмотрим, как же связаны работа и энергия. Сначала давайте рассмотрим чертеж. Вы видите тело массы m, которое свободно падает. И на его пути мы отметили 2 положения тела. Скорость этого тела все время увеличивается. В положении 1 тело находится на высоте h1 и имеет скорость v1. В положении 2 тело находится на высоте h2 и имеет скорость v2. Давайте попробуем найти работу, которая совершается на перемещении между точками 1 и 2. Работа равна, как вы уже запомнили, наверное, произведению силы перемещения и косинуса угла между ними. Но понятно, что это тело перемещает сила тяжести, направленная вертикально вниз. Перемещение происходит в этом же направлении. Значит, угол между векторами силы и перемещения равен нулю. Косинус нуля – единица. В дальнейшем мы это учтем и единицу вместо косинуса писать не будем. Теперь обратите внимание, что действующей силой в данном случае является силой тяжести. Именно эта сила перемещает тело вертикально вниз. Перемещение тела происходит между точками 1 и 2, и найти значение перемещения мы можем, если отнимем от h1 h2. Подставим перемещение и силу в формулу. Получим выражение А равняется mg в скобках h1 минус h2. Раскроем скобки. Получим mgh1 минус mgh2.
И обратим внимание на то, что в физике, определяя изменения какой-то величины, принято вычитать от конечного значения начальное. То есть вынесем минус 1, например, и тогда выражение будет записано следующим образом. Минус, скобки, mgh2 минус mgh1. Обратим внимание, что это разность каких-то величин. Выше мы узнали, что работа всегда совершается при изменении энергии тела. Значит, можно подумать, что выражение mgh – это некая энергия тела. Она называется потенциальной, и можно записать в более коротком виде, что работа равна изменению потенциальной энергии тела с обратным знаком. Вот в данном случае минус указывает на то, что потенциальная энергия тела уменьшается, так как уменьшается высота, на которой находится тело. И вы можете записать формулу потенциальной энергии E потенциальная равно mgh. Эту же работу мы с вами можем найти иначе. Давайте посмотрим на второй способ работы. Формула та же. Относительно косинуса угла альфа мы сделали заключение. Можно представить, что некая сила, равная ma, перемещает тело на пути s, а этот путь мы можем найти по известной нам формуле, как разность квадратов конечной и начальной скоростей, деленная на 2а. Вместо а можно написать g, а можно и не писать, потому что, подставляя формулу, вы видите, что у нас ускорение сокращается. И получается довольно короткая формула. Давайте умножим массу на числитель дроби и разделим на 2. И запишем эти дроби отдельно. Мы получим mv в квадрате пополам, второе, минус mv первое в квадрате пополам. И здесь мы опять видим, что работа совершена за счет разности каких-то величин. Вы знаете, конечно, что есть кинетическая энергия, и можно записать выражение как разность конечной кинетической энергии и начальной кинетической энергии. А также вы можете записать формулу, определяющую кинетическую энергию mv в квадрате пополам. Ну, давайте теперь посмотрим, какие виды механической энергии нам известны. Механическая энергия бывает потенциальной, и потенциальной энергией называют энергию взаимодействующих тел или частей тела. И кинетической. Кинетической энергией называют энергию движущихся тел. Конечно, это нужно будет запомнить. И также вы можете в словарь в терминологический записать два термина. Потенциальная, от латинского слова потенциалис, могущий, имеется в виду могущий совершить работу. И кинетическая, от греческого кинетикос, движение, значит, это энергия движущихся тел. Теперь подведем итоги. Посмотрим, что же вам нужно знать по этой теме. Ну, во-первых, какая физическая величина называется механической работой. Далее, какая энергия называется кинетической. Каковы единицы измерения работы, энергии и мощности в международной системе единиц? В каких случаях работа равна нулю, а в каких положительно или отрицательно? Какая энергия называется потенциальной? Уметь приводить примеры механической работы, какие формулы определяют работу, мощность и энергию. И я думаю, что вы с этим справитесь, просмотрев, может быть, еще раз уроки и прочитав соответствующие параграфы учебника. На этом наш урок окончен. Желаю вам успехов в домашней подготовке. Спасибо всем за внимание. До встречи на следующем уроке. До свидания.